Трасса «Кавказ» проходит через всю республику, соединяя Ингушетию с остальными регионами. Эта дорога имеет федеральное значение, а огромный поток автотранспорта просто обязывает проводить работы быстрыми темпами, задействовав много техники и рабочую силу. ФАТ «Кавказ» проектирован так, чтобы по всему участку реконструкции транспортный поток не перекрывался. Учитывая, что строительство ведется не один год, движение проходит в штатном режиме. Это позволило проделать огромный фронт работ. На данный момент у нас сейчас, с пикета 110 до 259 у нас полностью уложено асфальтобетонное покрытие. Вот сейчас ведутся работы по обустройству автомобильной дороги и уже идет полностью доработка под сдачу. Сейчас ведется комплекс по установке освещения на автомобильной дороге. Также занимаются мероприятием по водоотводу. Ингушетия является регионом с перенасыщенным автопарком. Транспорта очень много, а поток их в любое время суток довольно плотный. При такой нагрузке дорожное покрытие должно быть прочным и долговечным. Здесь у нас, в верхнем слое щебеночно-мастичного асфальтобетона мы используем добавки специальные, которые увеличат эксплуатационный срок покрытия и, соответственно, повысят показатели по выдерживаемым нагрузкам. Трасса «Кавказ» соединяет сразу несколько населенных пунктов. Сейчас в районе Икажевского круга и селения Яндари ведутся работы по выравниванию ландшафта. Землю будут сыпать до уровня существующего асфальта. Рельеф трассы идеально сочетает наклон угла и протяженность подъема. Это позволяет существенно экономить время и ресурсы. От 169-го пикета до 259-го уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Этот участок протяженностью в 10 километров. По этому же периметру отсыпана и обочина. Стандартная разметка уже есть. Сейчас ведутся работы по установке барьерного ограждения. Самый большой объект, входящий в проект Росавтодора, это мост вблизи Магасовского круга. Огромная конструкция призвана разгрузить существующую развязку и существенно снизить уровень пробок. Уже проделан значительный фронт работ. Потихоньку вырисовывается картина будущей конструкции. Возведены полностью 4 подпорные стены. Устроены, первая, вторая, третья опоры моста, то есть путепровода. И установлены ригеля, опорные конструкции. То есть мы готовимся к перекрытию путепровода пролетными строениями. Каждый день в час пик именно здесь образуется километровая пробка, начиная от поста, заканчивая Икажевским кругом. Поездка на работу для водителей стала настоящим испытанием. Бывают заторы и пробки. Пока проезжать сложно. Ехать можно только медленно. Если бы расширили плиты, было бы удобнее для водителей. После полной сдачи объекта водители по всей Ингушетии смогут вздохнуть с облегчением. Пробки и аварии, по мнению экспертов, сократятся в разы. Новая трасса будет отвечать не только всем стандартам качества, но и безопасности. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.